Выстроившись, будущие солдаты ингушской роты слушают о возможностях службы в национальном подразделении. Им предстоит снова вспомнить навыки военного искусства на полигоне и принять участие в спецоперации на Украине. Я вот попросил бы все мероприятия, медицинская подготовка, топография, огневая подготовка там будет. Директив, вот возьмите конспекты, где-то может кто-то записать хочет, где-то там. Это нужно будет вам, очень нужно будет. Примерно найти свое место стояния, да, по азимуту. Как вы, чтобы вы могли сказать, да, я там нахожусь там, юго, восточная, того-то, и так далее. Видите? Обычно, как военные говорят, чтобы вы там не потерялись, чтобы вы там могли определиться, чтобы вы могли вовремя там какую-то задачу выполнить. Вновь взять в руки автомат и отстаивать честь своей родины на поле боя. Главная задача сейчас — это освоить все уроки на полигоне перед отправкой на Украину. Ингушский полк был создан по инициативе военного комиссариата республики. Он будет базироваться в мотострелковом 503-м полку села Троицкое. По сути, эта рота станет последователем ингушской дикой дивизии, которая в Первой мировой войне сокрушительным натиском сеяла страх у своих противников. Резервисты не упустили возможности вступления в национальную роту, в их числе Магомед Хамхоев, который уже успел побывать в спецоперации. Я бы хотел увидеть своих братьев рядом со мной. Почему? Потому что на Кавказе все поехали, много ребят там. Я с чеченцами работал, с дагестанцами, с русскими. Даже у меня в строю тувинцы были, снайпера. Я просто хочу, чтобы мои братья рядом со мной были. В этот трудный момент для своей страны. Абсолютно у меня там добавить нечего. Если кегинах долго ждали, дальше восхом это бахлоп, погочим, дальше мясо на тухлоп. Удалит было босып адама. Бахкач, шейхаман итч. Хату хайыл же зрот имени Руслана Аушева и Хампача. Дальше вахл же. Что нахуй хотят, да шейхаман нахуй. Сагва сагахет, сагва чем, сагва холм хули. Сабол ишбы, созбахнdur, водыр вы. 10 минут, со сомнением, у вас сейха мои, сейхаки мои. Формирование именной ингушской роты, которая будет участвовать в специальной военной операции, еще продолжается. В настоящее время набран взвод, желающих оказалось много. Комиссариату приходится проводить отбор по выбору состава. Эта группа сегодня заступает на службу в 503-й полк, где в дальнейшем с ними будут проводить работы по подготовке. Программа подготовки будет по специальности от недели до месяца у них. И где-то в конце августа, в конце июля они уже будут к месту прохождения службы. Рота будет обеспечена большим пакетом социальных льгот. В частности, это выслуга 1 год за 3, военная ипотека, пенсия через 12,5 лет, статус ветерана боевых действий, страховые выплаты до 12,5 миллионов рублей и денежное довольствие от 160 до 300 тысяч рублей. Кроме того, каждый участник, записавшийся в ингушскую роту, сразу же получает от властей 100 тысяч рублей. У них будет хорошая возможность, у кого есть там высшее образование, стать на офицерскую должность, получить звание лейтенанта и продолжить свою карьеру. Для молодых людей, я считаю, это очень хорошее подспорье, хорошая возможность, скажем так, для того, чтобы в дальнейшем себя как-то реализовать. После напутственных слов солдаты выезжают в мотострелковый полк, а те, кто желает пройти военную подготовку и вступить в ингушскую роту, может обратиться в Республиканский военный комиссариат. Адам Гулоев, Мухаммед Белакиев, Новости 24.